На долю инфекционных болезней приходится в Якутской городской клинической больнице. Помощь при инфекционных заболеваниях оказывается в двух отделениях – инфекционное отделение и инфекционное отделение больных вирусным гепатитом. В общей сложности 100 коек круглосуточно готовы принять больных. Инфекционное отделение надежно защищает всех якутян от инфекционных заболеваний, в том числе и от особо опасных инфекций, как давно изученных, так и современных, таких как атипичная пневмония, птичий и свиной грипп. В нашем отделении проходят больные с острыми кишечными инфекциями, бактериальной и вирусной этиологии, больные с рожным воспалением и герпетической инфекцией. И во время сезонного подъема воздушно-капельной инфекции к нам поступают больные с острой респираторной вирусной инфекцией, с гриппом, с менингитом, также с ангиной и паратонзиллярным абсцессом. Ежегодно, через наше отделение проходит более 2000 больных. Основную массу представляют больные с острой кишечной инфекцией. Поступают, с сальмонеллезом, дизентерией, энтеровирусной инфекцией, очень много больных. Мы уже на этом быстро реагируем. Уже у нас есть 4 бригады. И в бригаде входит врач, медсестра и санитарка. Они уже знают свои алгоритм действия, при возникновении таких заболеваний. В приемном покое уже проводится полный осмотр этого больного. Сразу берут все анализы. И используются у нас современные методы диагностики, это вирусологические, бактериологические исследования проходят, ПЦР-диагностика тоже важную роль играет в нашем именно диагностике наших заболеваний, И полностью мы этого больного, проводим полное обследование, это УЗИ всех органов, брюшной полости, компьютерную томографию отправляем. И очень тесно, мы работаем с бактериологической лабораторией Якутской городской клинической больницы нашей, и эпидемиологи Роспотребнадзора работаем. И нашу работу, консультативную помощь тоже оказывает сотрудник кафедры инфекционных болезней Медицинского института. Как известно, при отсутствии лечения вирусных гепатитов заболевание может привести к циррозу печени. Кроме того, доказано, что вирусы гепатитов онкогенны, поэтому цирроз печени может привести к раку печени. Заболевание коварно тем, что часто протекает практически бессимптомно. Болезненные ощущения почти не появляются. Зачастую больные обращаются к врачу только тогда, когда уже начинается цирроз печени. У нас в основном лежат пациенты с хроническими вирусными гепатитами В, Д и С. Но к нам они поступают в основном по направлению из УЛУСов, из поликлиник. Поступают к нам впервые выявленные, например, впервые выявленным циррозом печени на обследование. Поступают они в основном, конечно, средней степени тяжести или тяжелые с декомпенсацией цирроза печени. Цирроз печени – это фиброзные изменения в печени. То есть печень, она в рубцах, по-простому, в рубцах, и она полностью свою работу не выполняет. Всего за год у нас проходит лечение, обследование около 600 человек. Но это направляет к нам острыми гепатитами вирусными. Острых гепатитов у нас уже мало, снижается заболеваемость острыми гепатитами, потому что все-таки проводится вакцинация против гепатита Б, поэтому количество их намного меньше. Но у нас с каждым годом растет заболеваемость хроническими вирусными гепатитами. Гепатит С, больше стало больных с гепатитом С. И также, конечно, не уменьшается количество больных циррозом, такими далеко зашедшими осложнениями. Вирусные гепатиты нужно лечить именно специфическими препаратами. Это так называемая противовирусная терапия. При гепатите Б такие препараты имеются, их очень много на рынке. Мы стараемся назначать эти препараты, потому что на вирус мы должны действовать именно противовирусными препаратами. Затем при гепатите С тоже, если мы раньше, например, лечили препаратами интерферона и в сочетании с рибавирином, это, конечно, мы назначали на 6 месяцев, на 12 месяцев. Последние 3-4 года ситуация изменилась, потому что
Гепатит С, теперь мы уже считаем, что его можно вылечить, освободиться от вируса при назначении противовирусных препаратов. Это так называемые препараты прямого противовирусного действия. Эти препараты, они в таблетках, принимаются один раз в день в течение 3 месяцев чаще всего, да, или же до 6, это зависит, конечно, на какой стадии заболевания это назначается. И мы можем через, скажем, полгода после обследования, если мы не обнаруживаем вирус гепатита С вот методом ПЦР, то мы можем, конечно, уже сказать, что больной излечивается, потому что вирус на фоне такой терапии покидает организм, он не остается. Но в отношении Б-гепатита, да, назначение противовирусной терапии тут, конечно, несколько сложнее, потому что сам по себе этот вирус, он ДНК содержащий, и он как бы после встречи, организм после встречи с этим вирусом, он не покидает организм. Он встраивается, к сожалению, в геном, в клетку печени, в ядро печени, в геном клетки печени, да, поэтому он там живет пожизненно. И противовирусные препараты вот именно добиваются такого эффекта при лечении вирусных гепатитов, что вирус он из крови уходит, но он все равно остается в печени. Так как у нас очень много больных циррозом печени, далеко зашедшими, да, стадии заболевания, поэтому у нас организован лист ожидания на пересадку печени. И в этом списке, конечно, очень много народу состоит, около, по всей республике это около 400 человек. Но с 2013 года отправляем людей на трансплантацию печени. В Москву мы направляем, да, вот институт имени Бурназяна, институт хирургии и трансплантологии. И пациенты, конечно, проходят здесь обследование, полное обследование, потом мы направляем на трансплантацию, и они к нам возвращаются уже совершенно другими людьми. Бывает так, что человек живет и не знает, что у него в крови вирус гепатита. Теоретически он может представлять опасность для окружающих. К сожалению, хронические гепатиты можно выявить, лишь сдав кровь на маркеры гепатита. Но хорошая новость в том, что гепатиты поддаются коррекции, а в некоторых случаях полному уничтожению вируса в крови. Главное – вовремя начать лечение. Следите за своим здоровьем.